некоторой грустью включаемся сегодня в эфир. Завершение праздника — это всегда печально. А именно спортивным праздником длиной 8 дней. Для нас там не холодным, потому что вряд ли в Якутске, конечно, летом было холоднее, чем в феврале. На Сахалине, то в Улан-Баторе они рискуют быть самыми жаркими. Все-таки летом там температура воздуха достигает 40 градусов. Уважаемые зрители, Только что мы мы сейчас видели начинаем талисманы церемонию игр закрытия Литии Азии. первых Напомню, международных что зимних игр зимние игры Литии Азии отличаются от Азии. летних не только видами спорта, но и талисманами. Якутия на 5 первых играх на берегом служил мамонтенок Дима, а на прошлых к нему добавился жеребенок и олененок. Три талисмана и на сахалинских играх — это полярная лиса Жуля, олененок Юна и Симыч. Кстати говоря, Сергей говорит, Симыч, а я вот читала в словаре, что в Карелии правильно стоит на последний слог, то есть Симыч. Да, в современных орфоэпических словарях слово с ударением на и очень часто ругаются представители реального эфира московского, на Сахалине, на восточном Кузбассе, говорят Симыч. Но, конечно, вы можете говорить Симуч, но если на Сахалине вы так будете говорить, вас просто не поймут, особенно если это происходит в городе Невельск. Именно там собираются Александр Симыч, и если вы знаете, это такие морские животные, они мало похожи на тюленей, да, на нерву, и они собираются в акватории города Невельск, потом свои следующие в апреле, и даже на гербе замечательного приморского города нарисован Симыч. Именно такого можно назвать Симыч. Записаны они записаны в Красную книгу, и только в 2 местах в мире стоит здесь в Сахалине и еще в Сиэтла, в Соединенных Штатах Америки. Сейчас видим ансамбль «Этнос» исполняет музыкальную композицию на корейских барабанах. Корейские барабанщики самбинори, как их еще называют, очень часто и много можно услышать музыки корейских барабанов в Сахалинской области. Один из популярных видов музыкального исполнения в местных школах танца, музыки. Очень часто на различных мероприятиях они выступают. Ансамбль «Этнос» уже больше 25 лет, около 40 видов национального танца и современного его репертуаре представлено. Более 250 ребят связали свою жизнь с искусством благодаря ансамблю «Этнос». Это два поколения корейского фольклорного искусства. Давайте посмотрим, что они говорят. Невероятно красиво, конечно. Девушки полностью отдают себя музыке. Еще эти барабаны называют чангу. А сам себе уже сказал. Шатные пары. Видите, кластера воздушного проходили Литии Азии в горном режиме.
Внимание! Говорит и показывает Сахалин, город Южно-Сахалинск. Начинается торжественная церемония закрытия первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Attention! This is a live broadcast from Sakhalin, the city of Yuzhno-Sakhalinsk. The closing ceremony of the first Children's International Winter Sports Games Children of Asia begins. Позицию восточной птицы, которую подготовили ансамбли из Москвы и Санкт-Петербурга. И присоединились коллективы Сахалинска, Лото Рейвер. Также корейский ансамбль. Корейской культуры, множество представителей народа живет на Сахалине, еще с японских времен. Корейцы остались в этой области, и коллективы культурные постоянно участвуют, учат новых детей корейским танцам, музыке. Просим всех встать. Государственный гимн Российской Федерации. Ladies and gentlemen, please stand up to the national anthem of the Russian Federation.
Вся певческое Внимание! братья Сахалина сейчас исполнила Начинается государственный гимн парад РФ. спортивных команд Детские хоры, первых солисты филармонии, зимних вокалисты международных местного спортивных центра игр «Родничок», воспитанники колледжа «Дети искусств. Азии». А мы готовы Attention. посмотреть на The parade of парад sports спортсменов. teams of the first Все Winter участники первых International международных зимних игр Sports «Дети Азии». Games Children of Asia begins. Парад начинает главная судейская коллегия под руководством главного судьи первых зимних международных спортивных игр Начинается «Дети парад. Азии». Я напомню, Двукратного что олимпийского широко представлены чемпиона регионы России. Олега Здесь Саитова. не только Дальний Восток и Сибирь, Москва и Татарстан. В эти дни И всего судьи участников по разным нынче видам спорта 1200. наблюдали за Во всех спортивными видах спорта состязаниями участвуем. и подводили их Представители итоги. стран. Всего на соревнованиях принимало Делегация Армении участие прошла. 8 технических делегатов. 490 Часть спортсменов уже покинула игры «Дети Азии». из них Но 194 многие остались на судей церемонии закрытия. из Сахалинской области. Они идут не по каким-то рангам, В эти дни по спортивным судьи достижениям, а по по самой разным видам демократичной. спорта наблюдали за Палфой. спортивными состязаниями и подводили их итоги. Давайте Всего напомним, на что в этих соревнованиях играх «Дети Азии» принимало ребята участие соревновались по 8 видам 8 спорта. Это технических горнолыжный спорт, делегатов. это хоккей, 490 биатлон, еще Сергей Из них 194 Еще мы забыли, конечно, прыжки на лыжах из с трамплина. Сахалинской области. фигурное катание, шорт-трек. В Разумеется, течение фигурное катание 8 впервые дней на Сахалинской было земле. Шорт-трек. разыграно Самый 93 драматичный, комплекта наверное, вид спорта. медалей. Все думали, а разобьет ли кто-то Приветствуем корейскую победителей гегемонию. и призеров И первых это удалось зимних Казахстану. Да, сборной международных Казахстана это удалось. спортивных игр Обидные были там «Дети сходы с Азии». дистанции. Многое случалось. Им возили на скорой спортсменов. Травмы получали они А не мог не некоторые отдать. спортсмены, например, ребята из Непала, Первых зимних игр «Дети Азии». Участники
именно прошла. Там о беге, конечно, нельзя говорить. Но очень симпатичная девушка, очень улыбчивая. Все хорошо. Ну, Индия, кстати, есть снег в этой стране, есть там Гималаи. Поэтому нельзя сказать, что никто из них снега не видел. Горнолыжником он на слаломе пришел последним, но пришел свою попытку. Он катался раньше на Гималаях. И он такой уверенный в себе парень, Малик его зовут, сказал, что он не считает, что уровень индийского горнолыжного спорта какой-то низкий. Есть представители этой страны на Кубке мира, поэтому что это мы тут говорим? Как-то снисходительно про их школу спорта. И вот этот вот символ, вот игр как раз, что мне больше всего запомнилось, это уверенность в себе вот этих всех ребят. Иордания, Кыргызстан, ну, Кыргызстан там есть спортсмены, конечно, но вот если мы говорим о Монголии, Непала, экстремал, сноубордист из Объединенных Арабских Эмиратов вышел на трюковую дисциплину слоп-стайл. Это там, где неподготовленный человек вполне себе может ногу сломать или что еще похуже. Вышел, прокатился, показал все, что может. Конечно, не закручивал какие-то там 900-е флипы, как другие ребята, но показал же. Но я еще хочу добавить, что одним из ярких моментов этих игр был флешмоб, который запустили журналисты телекомпании МКСХ и ТВ Сахалин. И флешмоб организовали в поддержку хоккейной команды Кувейта, которые вот впервые встали на коньки, они до игр катались только 3 недели. Да, вот расскажу, как он придумывался. Очень жаркое было обсуждение. Придумывали мы хэштег, как написать «Go Кувейт» или «Кувейт Go», а как вообще пишется «Кувейт». Давай искать в Гугле, чтобы случайно вместо «A» не написать «И». И вот всякие такие моменты очень яркие, они вот точно запомнятся нам всем на этих играх. И ребята, они после второго матча с сборной Сибири, кажется, уже летели сначала 60-0, потом 77-0, 137 шайб пропустили за два матча и отказались выходить. Но узнав об этом флешмобе, узнав о том, что их будут поддерживать сахалинские ребята, которые очень ярко и активно подключились к этому флешмобу, распечатали флаги, где-то большие флаги даже распечатал, кто-то написал вот этот хэштег «Go Kuwait», кричали они, эти кричалки, фотографировались, и вот это помогло кувейтским хоккеистам выйти, доиграть свой турнир до конца. Да, в итоге 219-0 у них разница забитых пропущенных шайб. Ну, это же не главное. Главное, то, что они настоящий спортивный дух нам всем показали. Даже если не очень у тебя все получается, все равно выходи, бейся, грызи зубами лед. Они на лед-то вышли-то 3 недели назад впервые. Вот. Так что Кувейт, конечно, показал. Вот еще очень хорошо запомнился мне тот момент, когда отец одного из кувейтских хоккеистов в Инстаграме написал одному из наших местных информационных агентств, Рейс Халькурил, огромное спасибо по-русски. Все-таки не поленился, тоже перевел. Он написал у себя в Инстаграме, мы тоже перевели его надпись, что его сын сейчас здесь участвует в Советском Союзе. Почему-то. Уважаемые участники соревнований, И что он просим очень рад вас тому, занять что свои сахалинцы места поддержали в зрительном зале. кувейтских хоккеистов. Смотрим на арену, что здесь происходит. Dear participants, please take your seats.
И спортсмены проходят почетный круг, устраиваются перед центральной трибуной, занимают места. Учат гимн народной спортивной Карпатии Азии. Заметно меньше, конечно, участников, но все федерации здесь представлены сегодня. Ладно, Индии я точно видел. Сергей, расскажи, пожалуйста, какой спортсмен тебе еще запомнился на этих играх? Мне множество спортсменов запомнилось на этих играх. Это в первую очередь те ребята, которые, получив травму, все равно ходили на старт. Это действительно Мария Волгина, сноубордистка. Мне очень сильно запомнился сноубордист. Китай-газовик наш дважды золотой. Все внимание на сцену. Еще о спортсменах поговорим. Народный ансамбль северного танца Гулу. Сахалин. По обе стороны, где кончается Ансамбль приехал на игры узкая специально долина для детей. и И, кстати, в начинаются следующем году горы, ему исполнится зеленою 30 лет. стеной стоят Само название хвойные Гулу в леса, переводе с их означает зелень, огонь, листья, живительной и они силой. представляются фантастическими. Народный ансамбль здесь якутский. Это рассказывает нам о древних айнах и о том, кто населял Сахалинскую область до того, как сюда японцы. Народ айнов уже не живет в Сахалинской области, около 200 человек. Осталось всего как айны. Очень интересный народ был. Они были больше похожи на европейцев, на азиатов. Делали себе девушки замечательные татуировки вокруг рта, напоминающие улыбки. И фотографии в начале 20 века еще довольно мало. Сейчас Сахалин, конечно, в основном населяют русские люди, но еще остались представители коренных малочисленных народов севера. Из таких городов, как Аха, Углики, Поронайск, Нивхи, со своими уникальными традициями, с вековыми рецептами кухни, они готовят морепродукты. Продолжается танец северной олени народного танца, народного ансамбля танца Гулу. Это ваши же якутские ребята, да? Да, они специально приехали на церемонию закрытия. Кроме них еще выступает барабанщик во главе с Клавдией Харулаевой и Германом Николаевым, Семеновичем, да. Воспитала ярких артистов, барабанщиков. Как раз в эти дни, в проведении Карпатии Азии, в Южно-Сахалинске проходили дни культуры Якутии. Каждый день дни культуры кого-то проходили на Детях Азии. Конечно, очень много народностей представлено. Это и Башкортостан сюда приехал, и Татарстан, который, кстати, золотую медаль увезет себе. Познакомили зрителей, посетителей с играми настольными,
народов севера, прочих гостей, познакомили их с культурой, танцами, песнями. И продолжают знакомить сейчас. В это время на экране показывают, как развивался Сахалин с тех древних времен до наших дней. Сначала территория принадлежала грифкам, затем первые русские переселенцы высадились здесь на юг острова. Французы изучали Сахалин, великий. Известный мореплаватель Жан-Франсуа де Галле де Лаперус. В честь него здесь назван праздник. Тот самый праздник Лаперуза, о котором знает вся Россия. Есть такие названия французские, как Ла-Манон, де Кастри и многие другие. Часть острова в начале 20 века и до его середины принадлежала японцам в период Карафута. После Второй мировой войны типичный житель островов выглядел как советский человек. И сейчас это развивающийся регион Российской Федерации. Композиция «Время вперед». Все мы знаем эту великую мелодию. Ее представляют ледовые коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, ансамбль «Грейс» сахалинский, известен всем, кто посещает культурные мероприятия у нас, и художественный гимнаст. Тоже ребята из местной школы. Очень активно развивается художественная гимнастика. Известная великая чемпионка Светлана Хоркина не раз приезжала, давала мастер-классы. Сам Грейс тоже является неоднократным победителем различных чемпионатов своих танцевальных восток России, Азии, Европы. Давайте посмотрим. Продолжается наша церемония. В финале исполнения номера в лед вкатываются 4 опоры с гирляндами лампочек. Они сейчас формируют мост дружбы. Именно этому посвящена эта Невозможного композиция. нет. Стук сердца, рев трибун и одна только
мысль. Участники номера Победа! группируются на разных сторонах Победа! моста. Любой Сейчас ценой. побегут навстречу друг другу, встретятся посередине. Именно то, о чем я говорил. Дружбе, посвященной связи, дружбе, посвященной этот номер. Встретиться они друг с другом. С надеждой это сформируют. Финиш золотой. Ты упал за финишной чертой. Ты на целый миг быстрее всех. Мир застыв глядит на твой успех. Мир застыв глядит на твой успех. Ты на целый миг быстрее всех. Фейерверк нам покажут, но, Все конечно, быстрей, мчится время, все быстрей. Что озарит Время сегодня стрессовых небеса. страстей, мчится все быстрей. пишется, конечно, церемония. Тоже большим праздничным салютом. Его. Слушай, композитор. Вышли биться ученики, за победу их ветры молятся, ждут их тернии и венцы. Разгулялись добрые молодцы, распотешились волосы. Это надо жить красиво, это надо нам жить раздольно. Богатырская наша сила, сила духа и сила воли. Все те же воспитанники колледжа искусств, местных фольклорных ансамблей показывают силу русского духа. И, конечно, та песня, без которой ни одно спортивное мероприятие никогда не обходится. Мы ее знаем в исполнении Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, многих великих певцов. Автор музыки Александра Пахмутова, снова Николай Добротравов. Давайте послушаем композицию «Герой спорта». Знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо, героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Твой самый лучший на свете стадион моей мечты. Одержимость, путь Тоже одна из победы. популярных советских композиций о спорте «Стадион моей мечты». Она звучала много раз на Олимпиаде 80-го года. Что олимпийские кольца сейчас озаряют город Большевик, где проходили горнолыжные соревнования. Конечно, это младший брат такой Олимпиады. Именно здесь, на таких соревнованиях, появляются те самые герои спорта. Именно здесь, на таких соревнованиях, воспитываются чемпионы. Набирается необходимый опыт для участия в Олимпиаде. Где рекорды сбываются. Нам с тобой Шар с одним из символов игр. Кто это там? Наши знакомые это символы. Олень Юна и полярная лиса. Полярная лиса Выжуля. Если насколько я помню. Вот она. Олень. Не олень, даже Юна. этот мир солнечной радости. Вот звезды золотеют в ночном небе. Это символизирует те золотые медали, которые получали наши спортсмены. Совершенно разные виды спорта награждались этими медалями.
Кто-то получал их за великолепные трюки в сноубординге, кто-то демонстрировал, как японский хоккеист, индивидуальное мастерство в совершенно новой какой-то дисциплине, которая не была представлена нигде до этого. Видим, что что-то сейчас произойдет с огнем. Интригуют наши операторы. Это фрагмент из оперы «Князь Игорь». Здесь также представлены те же самые ледовые коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга. И поет Анна Даттай, лауреат международных и всероссийских конкурсов. На сцене коллектив «Экзотика». Традиционный русский хоровод. Давайте послушаем. Там под знойным небом негой воздух пал, там под говор моря дремлют горы в облаках. Там так ярко солнце светит, родные горы светом заливая, в долинах пышно розы расцветают, и соловьи поют в лесах зеленых. Чудесный сопрано Анны Даттай из Новосибирского театра оперы и балета. Привольней песня, ты туда и улетай. Соединяется классикой и такой современный стиль исполнения. Здесь на сцене. Завершается ледовая композиция. Фрагмент из оперы «Князь Игорь». И что-то интересное сейчас нам приготовили организаторы. Обещают особенного гостя. Но пока мы смотрим выступление юной фигуристки. Видим, что опытные взрослые спортсмены, танцовщицы передали вот такую эстафету маленькой девочке, которая вполне может также участвовать в подобных играх. Это композиция вдохновения. Высокий уровень, кстати, фигурного катания на играх Дети Азии, несмотря на то, что достаточно
широкий был спектр различных фигуристов. Были ребята, которые могли бы вполне уже и на Олимпиаду заявиться. Это, например, Данил Самсонов из Москвы, воспитанник именитой великой женщины Этери Тутберидзе. Юн Ю, представитель Кореи. В Корее вообще очень-очень активно сейчас развивается фигурное катание. Есть какое-то дикое, невероятное количество фанатов и российских фигуристов в этой стране. Я наблюдал, когда приезжала Ирина Слуцкая сюда, на Сахалин, студент из Сахалинского государственного университета, кореец из Южной Кореи. По-русски не очень хорошо говорил, он узнал, что приедет кумир, он расплакался, он прибежал на эту ледовую арену, когда ее видел, обнимал. И здесь ребята, те, которые также станут будущим звездами, делали и четверные луцы, и реально сильные элементы. Если все идет А перед нами выступает известный певец Влад Топалов, лауреат многих престижных музыкальных премий. Это еще один герой игр из тех, кто выходили после травмы на спорт. Он заболел, но смог выйти. Слушаем песню «Мы – будущее России». Хватит сил идти вперед, хоть под ногами тонкий лед. Вселенная меня ведет по твоим следам, твоим следам. Пусть все вокруг сгорает, я пойду по краю. Я хочу быть там, 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 где ты. Пусть остынет солнце, мир перевернется. Я хочу быть там, 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 где ты. Только где ты. Только где ты. Только где ты. Я с тобой увидел свет. Я ждал его так много лет. И правда для меня проста. Это навсегда. Пусть все вокруг сгорает, я пойду по краю. Я хочу быть там, 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 где ты. Пусть остынет солнце, мир перевернется. Я хочу быть там, 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 где ты. Только где ты. Только где ты. Все вокруг сгорает, я пойду по краю. Я хочу быть там, 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 где ты. Там, там. Пусть все вокруг сгорает, я пойду по краю. Я хочу быть там, 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 где ты. Пусть остынет солнце, мир перевернется. Я хочу быть там, 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 где ты. Только где ты. Песня «Там, где ты» прозвучала. Чуть больше для сахалинцев заготовил Влад Топалов, чем обещал. Здесь Вячеслав Фетисов,
сегодня был. Слово Множество от спортсменов, имени конечно, всех известных, участников именитых по стиле тигры. первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» предоставляется Веронике Шишкиной, двукратной чемпионке первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» по прыжкам на лыжах с трамплина. Вероника Шишкина, Казахстан. Казахстан. On behalf Двукратная чемпионка первых зимних международных игр по прыжкам на лыжах. Вот и закончились эти замечательные дни, пролетели как одно мгновение. These days have passed in a blink of an eye. Мы юные спортсмены, как участники первых зимних международных спортивных игр. Дети Азии, запомним их на всю жизнь. And we, the athletes, will remember these games forever. Дорогая Сахалинская область, спасибо тебе за этот праздник спорта, дружбы и радости, который вы устроили для нас. Dear Sakhalin region, thank you for this sports celebration. Мы никогда не забудем остров Сахалин, дети Азии и новых друзей. Sakhalin, children of Asia, and our new friends will stay in our hearts forever. Пусть будет мир, пусть будет дружба, пусть будут дети Азии. Let there be friendship, peace, and children of Asia games. Фетисов Вячеслав Александрович, легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной Думы. Вячеслав Фетисов, legendary hockey player, two-time Olympic champion, seven-time world champion, three-time Stanley Cup winner, State Duma deputy. Привет, Сахалин! Hello, Sakhalin! Вероника, я сыграл 2000 игр. 23 сезона я играл в хоккей. Я с тобой согласен. Я помню всю свою жизнь, свои первые международные игры. Dear Veronica, I played 23 seasons, over 2,000 games, but I will remember my first one, international game, forever. И ты права, что у нас здесь родилась семья, большая азиатская спортивная семья. And it's true, we now are a big sports family of Asia. Я точно знаю, если наши дети будут дружить, то нам ничего не остается, как следовать вашему примеру. If our kids make friends, we have to follow their example. Дорогие друзья, хочу поздравить временно исполняющего губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича с великолепным праздником. Спасибо сахалинцам, спасибо волонтерам, спасибо всем за то, что мы зародили в России еще одну традицию – зимние азиатские международные игры детей. And I would like to thank Mr. Acting Governor and all of you, the organizers, volunteers, and athletes, for these beautiful new traditions of Children of Asia International Sports Games. Россия всегда была дружелюбной, гостеприимной страной. Russia has always been a very hospitable and friendly land. И мы умеем проводить такие праздники. And holding these celebrations is something that we can do. Вы это сделали.
And Мы you made it это possible. сделали! Ура! We did it possible. Трогательно поблагодарили зрителей, участников. Президент Шишкина Вячеслав Фетисов. Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Евгеньевич Глушко. Mr. Dmitry Glushko, President of Children of Asia Games International Committee. Добрый вечер, Сахалин! Good evening, Sakhalin. Спортсмены, вы здесь! Athletes, are you here? Волонтеры, где вы? Volunteers, where are you? Мы вместе написали новую страницу в истории спорта. Мы вместе одна большая семья. We have written a new page in the history of sports. We are one big family. Спасибо, Сахалин. Я люблю тебя. Мы вернемся сюда обязательно. Thank you, Sakhalin. I love you. We will be back. Разогрел толпу Дмитрий Глушко своим эмоциональной речью. А сейчас речь Валерия Лимаренко, губернатора Сахалинской области. Внимание! Наступает торжественный момент спуска флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Attention! The flag of the first Winter Children of Asia International Sports Games will now be lowered. Флаг несут победители первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Илья Трегубов, трехкратный чемпион по лыжным гонкам, Москва. Юн Ю, чемпионка по фигурному катанию, Республика Корея. Анна Кажинова, двукратная чемпионка и бронзовый призер по лыжным гонкам, Сахалинская область, Сахалин. Анастасия Гришина, двукратная чемпионка по биатлону, Сибирский федеральный округ. Ишида Сея, Япония, чемпион в соревнованиях по индивидуальному мастерству, хоккей. Ярослав Степанко, трехкратный чемпион по сноуборду, Уральский федеральный округ. Мультинациональная команда несет флаг игр. Здесь и Илья Трегубов, который просто рвал всех на лыжне. И Вероника Шишкина, та самая, прыгнувшая на 84 метра. Это рекорд игр. И вообще это трамплин на К-71. Анна Кожнова, двукратная чемпионка игр. И бронзовый медалист. Также не оставляла шансов на соперницев в первых гонках на лыжне. Торжественная музыка звучит. Игры закрываются.
игры закрываются, огонь на главном маяке острова гаснет. Снова погаснет. Вообще, наверное, стоит спросить тебя, Сергей, как жителя Сахалинской области, можно же рассказать про этот маяк, он очень красивый, у него интересная история. Ну, именно этот маяк установили, конечно, недавно. Он, наверное, все-таки такой собирательный образ всех маяков Сахалина. Маяков на Сахалине очень много, это все-таки остров. Но, наверное, имелся в виду самый, не старый, но самый известный маяк Сахалинской области. Это одно из чудесных, известных. Это уникальный маяк Анива, который венчает южную сторону острова. Один из его мысов, Анива также называется. Его построили еще японцы. Сейчас часто и туристы плавают и на лодках, и ходят пешком. И вот действительно на него стоит посмотреть. Есть надежда, что в будущем этот маяк восстановят, сделают из него такое отличное туристическое место. Сам ты бывал, конечно, невероятно он смотрится. Вертолетные туры вокруг него летают. Хоть раз в жизни посмотреть на это стоит. Сейчас, конечно, он принадлежит чайкам, людям, там очень много этих птиц. Смотрим, как флаг его несут. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко. Mr. Valery Limarenko, acting governor of Sakhalin region. Сахалинцы и курильчане, я приветствую вас! Hello, dear locals of Sakhalin and the Kurils. Дорогие гости Сахалина, я приветствую вас! Hello, dear guests of Sakhalin Island. У нас получился прекрасный праздник. Праздник спорта. I think we did a great job, a great celebration of sports. Самое время сказать слова благодарности. Слова благодарности спортсменам за волю к победе. And I would like to thank the athletes for their will to win. Слова благодарности тренерам за профессионализм и наставничество. I would like to thank the coaches for their skills. Я хочу сказать слова благодарности судьям за честность и объективность. I would like to thank the referees for their fair judging. Я хочу сказать слова благодарности волонтерам за внимание и заботу. I would like to thank the volunteers for your attention and care. Я хочу сказать сахалинцам и организаторам этого мероприятия спасибо. У нас получилась большая, серьезная работа и большая победа. And I would like to thank all the locals of Sakhalin. You did a great job. Самое время сказать, что этот праздник завершается. До новых встреч! We will be missing you and see you again. Объявляю первые зимние международные игры «Дети Азии» закрытыми. I declare the first Winter Children of Asia International Sports Games closed. Прощается с играми губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. 10 секунд до того, как погаснет этот огонь. Смотрим на это зрелище. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Погасили огонь игр, чтобы вновь
Удалось зажечь его на следующих играх летних в Монголии, на следующих играх зимних В Кузбассе. в Кемерово. Каждой песни есть начало, Исполняется есть конец. У последняя каждого прощальная есть песня этих игр. есть у каждого На сцене ответ. детский хор Откуда наши корни? Сахалинска. Стоит забывать, ведь Все именно пытаются урвать такими последние нас моменты Бог игр, решил сфотографироваться, создать. запомнить их, какими они были. Вместе мы сила и мощь. Мы можем друг другу помочь. Позицию мы вместе огромное количество не исполняет. И детский хор, филармония, коллективы сахалинской молодежи, зрители, уверенно подпевают на сцене. Вместе мы сила и мощь. Мы можем друг другу помочь. Пусть будет миротворцем каждый искренний певец, ведь это музыка наших сердец. Образы на экране появляются. Это образы тех стран, которые здесь выступали. Индия, Иордания, Сирия. Невероятно, конечно. Мы разные, но все же цель у нас одна. Ведь не напрасно людям музыка дана. Музыка дана. Вместе мы сила и мощь. Что с этими шарами случится, я думаю, скорее всего, отправится в небеса. Открой наш волшебный, мы с песнями ларец. Это музыка наших сердец. Вместе мы сила и мощь. Мы можем друг другу помочь. Пусть будет миротворцем каждый искренний певец, ведь это музыка наших сердец. Ведь это музыка наших сердец. Ведь это музыка наших Так и есть. На фоне как раз Олимпийских колец. Шары с талисманами взлетают в небо с надеждой. Впереди ждут новые Что испытания. игры мы еще Будущая увидим. радость. Может быть, когда-нибудь и на Сахалине. Рекорды. Как минимум, очень Помни мощный о толчок эти смысле игры и дали цели. всем, кто Помни занимается спортом. о своем И маяке. небеса заряет салют. Салют устроили для всех. Для тех, кто мерз на Сахалинском холоде, поддерживая родную команду. Для тех, кто впервые увидел снег в общежитии, безумно по-детски ему радовался. Для тех, кто вырос в условиях полугодовой зимы и стоит на лыжах лучше, чем на ногах. Для тех, кто боролся за золото и огорчался серебру. Для тех, для кого сам выход на лед или снежную трассу был подвигом. И, конечно, для вас, дорогие телезрители. Для тех, кто к экранам прижимался, болел за своих детей, родных, просто земляков. Для всех. Мы с вами прощаемся. С вами были Ларина Сукуева и Сергей Суханов. Режиссер трансляции Дмитрий Ясный. Всем до свидания. Спасибо, что были с нами на этих первых международных зимних играх и Азии. До свидания. Россия, давай, Россия, вперед! Тебя пьедестал золотой снова ждет. Россия, вперед! Россия, давай! Соперника вновь позади оставляй! Команда, давай! Команда, вперед! Победы твоей вся страна снова ждет. И наши глаза, и наши сердца с тобой навсегда, с тобой навсегда. Пусть героями спорта гордится страна, с вами наши сердца. Нам победа нужна, и пусть будет азарт, и борьбы апогей. Быстрее, выше, сильней! Мы
вместе, мы вместе, Россия, с тобой навсегда. Россия, давай, Россия, вперед, тебя пьедестал золотой снова ждет. Россия, вперед, Россия, давай, соперников вновь позади оставляй. Команда, давай, команда, вперед, победы твоей вся страна снова ждет. И наши глаза, и наши сердца с тобой навсегда, с тобой навсегда. Мост дружбы, мост надежды, мост открытых сердец. Bridge of friendship, bridge of hope, bridge of open hearts. Россия, давай, Россия, вперед, тебя пьедестал золотой снова ждет. Россия, вперед, Россия, давай, соперников вновь позади оставляй. Команда, давай, команда, вперед, победы твоей вся страна снова ждет. И наши глаза, и наши сердца с тобой навсегда, с тобой навсегда. Сахалин доказал, что способен проводить соревнования высочайшего уровня. Пусть прозвучит на разных языках девиз детей Азии. От дружбы в спорте к процветанию и миру на земле. Пусть эти игры будут стартом на пути к большому спорту, на пути дружбы, счастья и взаимопонимания. Sakhalin Games proved to be capable of holding competitions of the highest level. Let the motto of the children of Asia sound in different languages, from friendship in sports to prosperity and peace on earth. Let these games be a start on the way to the great sports, on the way of friendship, happiness, and mutual understanding.
Спасибо огромное. Алло, алло, гудки, гудки остались без ответа. Тепло, тепло, деньки, деньки, куда уходит лето? Я в кассе на ближайший рейс билеты покупаю. Ну что сказать, случилось так. Прости, я улетаю. Прости, я улетаю. Я буду словно птица, красиво и свободно кружить над облаками. Прости, я улетаю. Мне не остановиться и не вернуть обратно того, что было с нами. Прости, я улетаю. Не надо верить глазам, так же как фразам. И все бриллианты превратятся в стразы. Он верил ей на миллион, на 100%. В ее глазах верность не стоит ломаного цента. Но он узнал об этом поздно, чтобы без шрамов стереть ее персону из жизненных планов. Любовь прошла, пока дотлела сигарета, а на автоответчике осталось только это. Прости, я улетаю. Я буду словно птица, красиво и свободно кружить над облаками. Прости, я улетаю. Мне не остановиться и не вернуть обратно того, что было с нами. Кто ты, девочка с добрыми глазами? Мог ли он любить тебя сквозь боль и наказаний? Дрожишь и прячешь в сумочку двойную жизнь. Днем с ним, а ночью под кого скажет ложись. Марина, вспомни, что тебе мама говорила. Теперь ты потеряла тех, кого ты любила. Спалила, сбежала от стыда, кем ты стала. Ты поняла и дышать не стала. Прости, я улетаю. Я буду словно птица, красиво и свободно кружить над облаками. Прости, я улетаю. Мне не остановиться и не вернуть обратно того, что было с нами. Прости, я улетаю. Я улетаю. Я улетаю. Прости, я улетаю. Я улетаю, улетаю Спасибо!